Халиков – государственный деятель, стоявший у истоков государственности Республики Башкортостан, активный борец за автономию родного края. За свою короткую и яркую жизнь он успел сделать многое для становления Башкирской АССР, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Ему выпало жить в непростое для нашей страны время. Основное кредо деятеля было созвучно той эпохи. Интересы и чаяния народа превыше личностных нужд. Мулаян родился 4 февраля 1894 года третьим ребенком в семье башкира-вотчинника Давлетши Халикова из рода Канглы в селе Актау Багадинской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне Буздякского района Республики Башкортостан. После окончания 3 классов в медресе Мулаян продолжает учебу в русской школе, находящейся в распоряжении земского начальника уезда Джантурина. Как правило, в анкетах Мулаян всегда упоминал только старших братьев. О наличии 3 сестер он не писал, видимо, беспокоился за благополучие своих родственников. В 30-е годы все боялись. По воспоминаниям нашей бабушки, Мулаян Бабай был очень добрым и открытым человеком. С детства любил книги, поэтому посвятил учебе долгие годы. Русская школа в селе Келимово, она давала достаточно большое количество грамотных людей, которые были востребованы и в предцарском режиме, и после Советской России, и в Советском Башкортостане. Они занимали ряд постов и приносили пользу и народу, и государству. После окончания школы в Келимово Мулаян направляется в город Троицк, в учительскую семинарию, которую впоследствии оканчивает с отличием. В 1915 году он переезжает в город Орск для работы учителем, а через год в Тимясово, где работает заведующим земской библиотеки. Наступило время, когда никто, ни интеллигенция, ни рабочий люд не мог остаться в стороне и тихо наблюдать за ходом событий, происходящих в стране. Именно в это непростое для всех время у Мулаяна Халикова и начинают проявляться качества лидера и организатора. После февральской революции Халиков был избран делегатом первого Всебашкирского съезда Курултая, состоявшегося в июле 1917 года в Караван-Сарае, и второго Всебашкирского съезда в августе в городе Уфе, где состоялись выборы в Башкирское областное шуро, в состав которого вошел и Халиков. Уже с 17 года примкнул, не просто примкнул, был одним из организаторов Башкирского национального движения. Участвовал на Московском съезде мусульман, который проходил в мае, с 1 мая по 10 мая в городе Москве. Там очень важные проблемы там обсуждались. Там и фактически сложилось и ядро, центр будущего башкирского национального движения. Но он, естественно, этот центр пока там не входил. И был участником всех башкирских 3 съездов. Это фактически все это организационные съезды были. Все почти были до 30 лет. Между 20 и 30. Молодые, энергичные, башкирские интеллигенты. Это гордость нашей истории. На самом деле они вошли в историю. Вот эти молодые люди. Таган, Инан, Валиди, Бабич, Имаковый и многие другие. Их было много. Харис Имагулов из Самарской губернии, Мухаммед Шабрангулов из Самарской губернии. Недавно провели его конференцию. Он активный участник и национального движения. То есть все эти интеллигенты, такие ученые, преподаватели, практически 100% включились в национальное движение. Они понимали, что это шанс, надо воспользоваться этим моментом и выйти на новые рубежи в истории башкирского народа. В феврале 1918 года костяк башкирского правительства во главе с Ахмед Заки Валиди оказался в Оренбургской тюрьме. Из записок видного деятеля башкирского национального движения Хабибуллы Габитова. 26 февраля 1918 года в Баймак прибыли из Оренбурга Мулаян Халиков и Газиз Аль-Мухаметов.
Они провели экстренное собрание по поводу ареста лидеров башкирского движения. Решено было направить в Петроград Габдуллу Идельбаева, но через несколько дней он оказался в числе расстрелянных по приказу Оренбургского губревкома башкирских офицеров и солдат. Члены башкирского правительства были освобождены из-под ареста башкирскими и казачьими отрядами 4 апреля. В 18 году, как известно, в начале июня началась полномасштабная гражданская война. Наступали чехи, Белочехи, с юга наступал атаман Дутов, и Башкортостан оказался уже вот ареной гражданской войны. Ну тогда вот члены башкирского правительства во главе с Ахмедзаки Валидея, ну в том числе Мулаян Халиков, сразу же из Уфы перебрались в Челябинск, город Челябинск. Почему? Потому что этот город был занят белочехами. И там они восстановили свое правительство и развернули очень большую работу по строительству башкирской национальной армии. И действительно, буквально за 2-3 месяца они создали боеспособный башкирский корпус. А Мулаяну Халикову фактически был поручен очень ответственный участок. То есть он должен был устанавливать вот эти связи, во-первых, с Самарским комучем. В целом, Самарский комуч или Комитет членов Всероссийского учредительного собрания положительно воспринял идею самоопределения наций и поддержал башкирское правительство в формировании национальной армии. Однако совершенно по-другому отношения у башкир сложились с Временным сибирским правительством, находившимся в городе Омске. Колчаковский военный переворот сделал бесперспективной надежду на сохранение автономии. Адмирал дал приказ о распуске башкирского белого корпуса. До этого периода, нужно отметить, вот начиная фактически с июля, функционировала башкирская автономная государственность, государство вот это. Все органы были созданы, Башкортостан был разделен на кантоны, были кантонные начальники, при кантонных начальниках была своя милиция, добровольческий отряд и так далее. То есть даже налоги собирали. То есть функционировала Башкирская автономная республика. И вот, но там учредительное собрание, она фактически заявила, что это признает вот эту. Но до фактического признания ну, дело не дошло. Но тем более учредительный Самарский комуч уже осенью, они были вынуждены эмигрировать, тоже, то есть эмигрировать, говорю, то есть покинуть, эвакуироваться. Сначала Уфу, потом Омск и так далее. Вот такая история. Когда с Колчаком отношения испортились, у Колчака автономию получить было невозможно, Ахмедзаки Валиди попросил его вести переговоры с Москвой, с большевиками. Он с Карамышем попытался дойти до Москвы. Осенью 18 года не удалось. После освобождения от белогвардейцев в конце января 1918 года Мулаян Халиков прибывает в Уфу как представитель башкирского правительства с полномочием ведения переговоров с уфимскими властями о переходе на сторону Советов. Уфимский губревком информирует Москву о начале этих переговоров. Как только Ленин узнал о том, что вышли представители башкир для переговоров, тот же телеграфирует в Уфу, Уфимский губревком: прошу не отталкивать Халикова. Автономия башкир полная при условии, если они обретят штыки против Колчака. Ну и тогда же были выдвинуты вот основные положения вот будущей башкирской автономии, которую должен был признать Центр. Переговоры сначала шли в Уфе, и потом было решено уже в 19 году. Вот это в феврале башкирские войска и правительство перешли на сторону, уже официально перешли на сторону красных. Это случилось в Тимясово, это Баймакский район ныне. Ну, тогда Бурзян-Тангаурский кантон назывался. Вот там Тимясово перешли на сторону красных официально. Создали даже революционный орган власти Башкиревком под председательством Ахмедзаки Валиди. Вот. Ну, войска сохранили. Но войска действительно были направлены на различные фронты гражданской войны. И уже переговоры в дальнейшем продолжались в Москве.
20 марта 1919 года в Москве был подписан окончательный вариант соглашения рабоче-крестьянского правительства с башкирским правительством о советской автономии Башкирии. Под этим важнейшим документом стоит подпись Мулаяна Халикова. Судя по анкете, именно в эти дни он вступил в ряды коммунистической партии. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам. И дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч. После возвращения из Москвы на Мулаяна Халикова были возложены большие задачи агитационной работы с населением. Как член башкирского ревкома он должен был убедить народ в справедливости пролетарской власти. Первая автономия, хорошая автономия, сильная автономия. Но потом их не стало. Потом, конечно, Ленин и его правительство ущемили право этой автономии. Эта автономия так или иначе будет существовать. И в советское время много было сделано в рамках этой автономии. И, конечно же, мы считаем, что республика состоялась благодаря вот этим личностям. Личности двигают историю. Но сегодня есть у нас своя государственность. Мы с гордостью говорим, что наша республика первая в составе Российской Федерации. Ну, в дальнейшем уже началось здесь строительство автономии в очень тяжелейших было условиях. Когда в 2020 году ситуация в стране изменилась, потому что большевики поняли, что они одерживают верх над белыми, и решили распустить башкирские войска, которые сражались на различных фронтах. И появился так называемый декрет, майский декрет 1920 года, который фактически ограничил права, осерченные в соглашении. Вот это там и политические, и экономические права. Я здесь не буду уже уточнять. Фактически это вызвало недовольство вот, бывших лидеров башкирского правительства, членов Башревкома, ну и всех, в том числе и Мулаяна Халикова. И тем более тогда Заки Валидов находился, он в Москве, вел переговоры с Лениным, выразил свое недовольство, и потом он вообще не вернулся. Он решил там скрыться в Туркестане, там возглавил башмакское движение и так далее. После вынужденной эмиграции лидера башкирского движения Ахмед Заки Валиди, Мулаян Халиков негласно становится фигурой номер один на арене политической жизни Башкортостана. После окончания гражданской войны он был назначен председателем Тамьян-Катайского Кантревкома, занимал пост наркома социального обеспечения, просвещения БАССР. В июле 2020 года съезд состоялся, так называемый, Советов рабочих крестьян Башкортостана. И там были образованы новые органы власти – Башсик и Башсынка. Но уже без лидеров башкирского движения. Ни Халиков, ни другие лидеры в состав ни Башсик, Башсынка не вошли. Руководителем вот и Башсик, и Башсынка был избран Гали Шамигулов. Мулаян Халиков и другие лидеры башкирского движения были страшно осудили вот действия вот этого Гали Шамигулова, который уже начал проводить политику вытеснения Башкирии из всех органов. Земельный вопрос решал в пользу вот, пришельцев и так далее. Ну, в общем, много дров наломал. Вот они там протесты написали в Москву в связи с появлением вот этого декрета, о котором я говорил. И вообще там осуждали вот всю эту политику центра. В Башкортостане началось брожение, это в конце 2020 года, повстанческое движение. И центр был вынужден убрать из Башкортостана Гали Шамигулова. Там смена власти произошло, и вот это бывшие лидеры опять вернулись, заняли посты, в том числе и Мулаян Халиков, он даже был председателем Башкирского совета народных комиссаров. В 2021 году у нас был страшный голод в Башкортостане, он сумел включить Башкортостан в число регионов, которые
значит, голодают, и были временно отменены продналог и оказана помощь. Он все делал, выбивал просто из центра хлеб и другие продукты для того, чтобы обеспечить голодающий край продуктами питания. Я же сказал, вот он полностью до конца, пока находился в Башкортостане, боролся за интересы народа, и он представляет нам пример верного и честного служения своему народу. В 1922 году Мулаян Халиков возглавил работу по расширению границ Башкирской республики в пределах прежних башкирских кантонов. Он, как председатель Совета народных комиссаров БАССР, вел трудные и сложные переговоры с Центром по спорным, особенно территориальным вопросам. И в этом большая заслуга как дипломата. Он ведь создал Большую Башкирию. Это его инициатива. Он, Ахмедзаки Вали и другие уже уехали. Он здесь поставил вопрос, когда он стал председателем СНК правительства, что надо Бирский уезд, Бельбеевский уезд, Мензелинский уезд, Уфимский уезд включить в состав Башкортостана. Много сделал. Некоторые башкирские земли остались за пределами Башкортостана. Допустим, горнозаводские земли, Мензелинский уезд в Татарстане оказался. Но, тем не менее, он много сил приложил к созданию вот такой республики, где бы жили основная масса башкирского населения. То есть он был человек настолько, ну так скажем, честным. Вот, он не умел вот юлить, крутить и так далее. Он прямо высказывал вот свои мысли, ну и не боялся вот, фактически открыто выразить свое мнение. Не приспосабливался московскому центру. Вот я его читаю, его выступления, у него всегда критические. Вот руководства у нас башкир нету, он всегда так выступал. Вот все посты, он мог просто так сказать. И так и говорил. И, естественно, Москва не смогла вот таких, ну там и Муртазин был, он посты занимал, и другие лидеры башкирского движения. Его отозвали в Москву просто. Популярность Халикова в народе и среди товарищей по партии была огромной. Большая работоспособность, искреннее участие в судьбе простых людей, честность снискали ему большой авторитет. Практически с нуля новые башкирские школы создавались, потому что язык-то был тюрки, письменность другая была, и решили, что должна быть своя письменность, свой алфавит. И это было очень сложное дело, и не всегда удачное, и много сил он приложил, чтобы вот это состоялось, чтобы башкиры могли преподавать на своем языке. Поступил там в институт красной профессуры, окончил экономические курсы там, получил высшее образование. И, естественно, он должен был вернуться к себе в Башкортостан. Такой специалист, он мог возглавить как прежде Баш-СНК, любую вот такую высокую должность. Но его не отпустили к себе. Он работал клерком, там, незначительным клерком при каком-то московском банке. Активнейший участник башкирского национального движения Мулаян Халиков был арестован в 1937 году и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян уже 27 сентября того же года. Мулаян Халиков — родной братишка моего дедушки. Помню, в детстве все боялись упоминать его имя вслух. К счастью, никто из близких не пострадал. Репрессированных больше нет. Но пострадала его жена Сара, отсидевшая в лагерях. Рассказывает, что в 50-е годы она как-то однажды заглядывала в Актау, где ее зимой, легко одетую, родственники приодели. Больше ее с тех самых пор никто не видел. В январе 1958 года приговор военной коллегии был отменен, и Мулаян Давлетшинович Халиков и его супруга Сара реабилитированы. На долгие годы имя этого выдающегося деятеля было в забвении. Лишь в начале 90-х в Уфе был учрежден региональный общественный фонд Мулаяна Халикова, который изучает его политическую деятельность, творческое наследие и исторический вклад в образование Башкирской республики.
Научно-практические конференции, прошедшие в городе Нефтекамске и селе Буздяк, помогают открыть завесу истории. По инициативе школы номер 1 села Буздяк при поддержке Всемирного Курултая Башкир и Башкирского государственного университета нами было принято решение о проведении научно-практической конференции «Халиковские чтения». Нами было разработано положение, разослано по всем районам, откликнулось 12 районов и 5 городов Республики Башкортостан. На заочный этап данной конференции было представлено 170 работ. 115 работ мы отобрали на очный этап данной конференции. Очень в интересном, организованном формате мы провели данную конференцию. В научно-исследовательской работе «Халиковские чтения» работа была организована по 6 направлениям. Это знатные люди моего региона, история села, история моей семьи, соратники Муллаяна Халикова, роль Муллаяна Халикова в башкирском национальном движении, история края в лицах ее исторических личностей. Буздякцы очень трепетно относятся к памяти известных земляков. Активно ведется поиск новых фактов и материалов о Муллаяне Давлетшиновиче, его родословной Шежере. Его имя носит одна из новых улиц в райцентре. Готовятся документы к присвоению имени новой школе. Имя блестящего дипломата, тонкого политика, кристально чистого человека, образованного деятеля Муллаяна Халикова вернулось из небытия, явив всем нам пример мужества, преданности и искренней любви своей родине и своему народу.